13 октября в Японии завершился чемпионат мира по сумо. В нем приняли участие остинские спортсмены. В командном турнире у наших ребят первое место. В личном зачете 2 бронзовые медали. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России. В своих силах сумоисты уверены, а вот в том, смогут ли выехать, нет. Чем еще, кроме тренировок, озабочены спортсмены, выясняла Алана Томаева. Поединок закончится, когда один из борцов коснется земли, либо окажется за пределами круга. У сумоистов для этого целый арсенал приемов – захваты, броски и толчки. При этом сил не жалеют и соперника. Чтобы удар был жестче, отрабатывают каждый прием. Для этого установили специальный тренажер – макивара. Такой же есть во всех профессиональных школах сумо. В сумо есть очень жесткий вид спорта, где можно попадать открытой ладонью куда угодно, лишь бы на ширине плеч, вот так. И вот таких хлопков, чтобы не было, вот удар и вперед идет, вот как куда попадешь, туда и попадешь. И поэтому руки набивают по этому бревну, они вот, чтобы было больно чтобы сопернику, да, жесткие удары. Школа сумо в республике работает уже 20 лет. За это время чемпионами стали десятки спортсменов. Об остинских сумоистах знают по всему миру. Вот и сейчас борцы Осетии громко заявили о себе на чемпионате мира по сумо в Японии. Мужская сборная России, в составе которой 4 остинских сумоиста, заняла первое место среди команд из 31 страны. Еще 2 бронзовые медали в личном зачете. Сборная России провела 2 недели в профессиональной школе сумо в Японии. Заур Караев вспоминает: спали на земле, тренировались на настоящем глиняном дохё, так называется помост для борьбы, убирали, готовили самостоятельно. Говорит, это совсем другой уровень. Огромное внимание в Японии уделяют дисциплине. Там люди живут этим. Мы ходим на тренировки, и помимо тренировок у нас еще какие-то заботы, дела. А там люди только этим и занимаются. Они живут, они с утра до вечера там, они ничего другого не делают. Если там мальчика взяли в сумо, в эту школу сумо, то все, он до конца жизни себя посвящает этому. Несмотря на все новые вершины, которые покоряют осетинские сумоисты, этот вид спорта в Осетии нуждается в серьезной поддержке. На каждое соревнование борцы выезжают за свой счет. На свои же деньги проходят тренировочные лагеря. Плюс ко всему в школе сокращают время тренировок. Главный тренер признается, долго так не протянут, и отмечает: в Северной Осетии внимание нужно уделять не только олимпийским видам спорта. Поддержка нужна всем. Интерес к сумо растет, все больше юных спортсменов хотят тренироваться и участвовать в соревнованиях. У нас запланированы все официальные соревнования. Не может нам Министерство спорта не обеспечить дорогу туда, обратно или какие-то моменты. Они обязаны нам это делать, но они оговариваются, денег нету. Денег нету. Если мы хотим развивать спорт, какой бы вид ни был, если мы хотим его развивать, то давайте развивать. Если нет, то нам скажите, что закрывайте эту секцию и все. Я как тренер-преподаватель, как педагог, я могу сказать, если ты одного человека с улицы вытащил, и то в зал заставил его ходить, и то большое дело. Следующее соревнование – чемпионат России. Он состоится через 4 месяца. К подготовке спортсмены приступят уже на следующей неделе, но не уверены, что найдут деньги на поездку. Алана Томаева, Хета Гапоев, Новости Осетии.